Выставка животных или запрещенный контактный зоопарк? В этом намерены разобраться зоозащитники после жалоб посетителей выставки кошек, приехавшей в Ухту. Животные выглядят вялыми и уставшими, однако организаторы выставки продолжают их использовать на потеху детворе и взрослым. Зоозащитники направили обращение в Россельхознадзор с просьбой проверить соблюдение законодательства на выставке. Ольга Коняева разбиралась в ситуации. Она не хочет, а ты продолжай ее гладить. Ну, заметь, никто замечаний тебе не делает. Выставка кошек даже на взгляд непрофессионала явно напоминает контактный зоопарк. Посетители вдоволь тискают животных. За 100 рублей можно всех сфотографировать. Вялые котики слегка сопротивляются, но выбора нет, спрятаться негде. С 10 утра до 9 вечера животным приходится развлекать гостей. Уже должен начаться перерыв. 2 минуты как? Да, 32 минуты. Тишина, никто об этом не вспоминает. Реклама на сайте выставки гласит, это необычный дом, где живут котики со всего света. Бенгалы, мейн-куны, тойгер, пикси-боб, курильская, невская, маскарадная, японский бобтейл, скоттиш фолд, украинский левкой. Здесь же указано, что можно получить кототерапию и массу положительных эмоций. Брать нельзя, а вот погладить, если их мурчательное величество изволит, можно. Только вот самим пушистикам, видимо, это не очень-то и приятно. Просто очень много было жалоб именно на том, что кошки какие-то не такие, чем-то обколотые, чем-то или снотворным. Много писали об этом. Вот. Могу сказать, что, скорее всего, ничем они не обколоты, они просто устали. И любая кошка 20 часов в день спит, поэтому ей хочется, чтобы ее не трогали. А тут такой возможности у нее, к сожалению, нет. Общественный инспектор в области обращения с животными Ухты Екатерина Миронова провела свое расследование и написала обращение в Россельхознадзор. Профессиональные выставки организуют с научными или селекционными целями. Здесь же явно не те намерения. К тому же выставка по законодательству может длиться 4 дня. В Ухте кошки пробудут чуть ли не месяц. Ну и самое главное, контакт с человеком должен быть минимизирован. Именно все эти ветеринарные документы, которые зоозащитники, которые у нас, наши коллеги, которые находятся в Ухте, они их запросили, а на самом деле оказалось, что часть этих документов просто на руках уже и нету. Никто не против выставки, да, вот опять же возвращаясь, но нужно, чтобы она все-таки подводилась под все наше законодательство. Безусловно, как раз если касаемо домашних животных, да, это те животные, которые на естественном контакте с человеком всегда. Но мы должны тоже этих животных уважать. Эта же выставка уже получала предписание Россельхознадзора в городе Орел. Но ситуация, как видим, не изменилась. На местном ТВ выходил сюжет о варварском отношении к животным. Съемочная группа сняла кадры, на которых кошки явно не желают общаться с людьми. Но администратор выставки в Орле опровергает, мол, животные сами решают, хотят ли поиграть с посетителями. Не контактный зоопарк вообще, потому что кошки все-таки здесь мы не разрешаем людям прям вот сюсюкать, мучить кошку. У нас кошки социализированы, они не боятся людей вообще от и до. Они наоборот, вот люди приходят, они тянутся к людям. Сами подходят, подбегают, тянутся к людям. Просто люди не понимают об этом. То, что кошка может сама действительно хотеть. Они думают, что у них постоянно стресс. Законодательно контактные зоопарки в России запретили, однако после вступления в силу этой нормы многие контактные зоопарки, как считают юристы, просто переименовали. Ольга Коняева, Александра Головина, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.